22 июня 1941 года. Ровно 74 года назад предрассветную тишину внезапно разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто не мог предположить, какой будет цена победы. Этот день навсегда запомнил и ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Фролов. Весть о войне застала его в 24-летнем возрасте. В то время, какой праздник или дата была, люди, здесь было предприятие, автотранспортное хозяйство здесь было большое. Люди выезжали на Кизилку отдыхать и отметить. В этот день находились все на Урале, за Казанкой там, назывался пикник. И потом сообщили, что так и так, что началась война. Все это осталось. Вот такой день. В тот день Иван Иванович и подумать не мог, что даже спустя 74 года будет носить 16 осколков напоминаний той страшной войны. Срочную службу он прошел на Дальнем Востоке. Еще тогда говорили о неблагополучной ситуации на Западе, вспоминает ветеран. На фронт Иван Иванович попал не сразу. Ответственного, трудолюбивого молодого человека назначили главным по хозяйственным работам. Приехал начальник Шарыгин был, обрадовался. Хорошо, что ты вернулся. Война всех забрали. Ты что, один остался здесь. Вот тебе будет и наше поручение правительственное. На самоуправление. Ты кадровый, закаленный мужик. И говорит, за год зерно есть, здесь район был, зерно сдавали, за год пункт был. Будешь получать зерно, тебе 5 подвод дадут с конного двора. Под силу, мулла жил, я жил на Советской, мулла рядом жил, возьмешь муллу, он тоже тебе будет помогать, сопровождать. Я в Калининске поработал там. От тяжести выполняемых работ Ивана Ивановича настигла болезнь. Однако дух мужества и патриотизма преодолел даже перенесенную операцию. Молодой Фролов оказался в рядах Красной Армии. А как весна началась, то же самое. Сказали, теперь ты будешь один. Возьмешь пару лошадей, будешь один. Ты будешь и грузчиком, и конновозчиком, за столовым будешь. Будешь снабжать торф за Старым Сибаем. Там торф разрабатывался. А тогда в то время уже завод работал здесь. Будешь работать кассиром. Я говорю, нет, не выйдет ничего. Я не кассир вам. Я говорю, все ребята там, а ребята придут и скажут, эх ты, вояка, что служил. Чего ты прятался-то? Нет, я говорю, все. И 2 дня проработал, меня повестку. Так уж сложилось, что в армию Иван Иванович Фролов призвался с 3 земляками, которые перед отправкой на фронт поклялись быть вместе. 3 товарищам было суждено увидеться. Все они вернулись с войны живыми. А боевой путь сибайскому герою довелось пройти вместе с целой армией земляков. Наше подразделение, минометная рота и саперная рота находятся в магазине. Освобожден магазин, там находится расположение. Пришли, туда только стали заходить, тебе, смотрим, здравствуйте, сибайские наши.
Мутаев, Янбаев, вот еще много, Соловьев. Они там, они раньше взяты. Вот обняли. Вот так жизнь шла у меня. Иван Иванович Фролов боевой путь прошел в составе Первого Украинского фронта 112-й кавалерийской дивизии. Герой отчизны принимал участие в самых кровопролитных боях. Освобождал Житомир, Киев, Львов, Каменец, Подольск, Прагу, участвовал во владении Берлина. О героизме и мужестве Ивана Ивановича говорят и его награды. Медали за отвагу, орден Отечественной войны. А самая дорогая из них – карта боевого пути. Это начиная с Сибири и до Берлина, и до Праги. Вот это, все это вот прошли. Прошагал, прополз, вот. Бремя военного лихолетия легли на плечи супруги ветерана Нины Васильевны, которая приближала победу, работая в тылу. Да все, и посев, и уборку, все, не разбирались. Которые больно культурные, эти уж не делали. А мы простой народ, что заставят, то и делали. Все. Герою нашего сегодняшнего сюжета 98 лет. Без малого за век он прошел не только славный боевой путь, но и в послевоенное время трудился на благо Родины. До сих пор Иван Иванович остается достойным человеком. С супругой Ниной Васильевной они прожили душа в душу 66 лет, воспитали 3 детей, многочисленных внуков и правнуков. Таких героев-фронтовиков, проживших практически эпоху, сегодня остались единицы. И после нашего небольшого общения действительно начинаешь понимать, что мы победили в этой войне благодаря вот таким русским солдатам, которые дожили до наших дней и за себя, и за тех, кто не вернулся с полей сражений. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.